Вот более подлого времени в нашей стране еще не было. И вот мы задумаемся о причинах. Понятно, что наверху жулики, что там коррупция, что там только о себе думают. Но давайте не будем здесь лукавить. Это из нашего согласия происходит. Молчаливого согласия, трусливого согласия. Как же смогла власть так на колени нас поставить? Раб — это кто такой? Это тот, кто понимает свое положение и его это устраивает. Раб — это кто такой? Кто работает за еду и крышу над головой. Это же даже не самовоспроизводящиеся люди, это уже крепостные будут, да? А у нас страна вымирает, смертность превышает рождаемость. Это и есть рабство. И вот самая страшная заслуга этого режима поганого: он смог убить в нас надежду. Он убил в нас веру. Люди никому и ни во что больше не верят. А там наверху руки потирают. Кто будет слушать тех, кто привык молчать, а? Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойное рабство. Это сказал Джохар Дудаев. И здесь, конечно, Николай Бондаренко абсолютно прав. Вы и есть крепостные. Потому что вы даже не пытаетесь выйти из рабства. В нашу эпоху это сделали только чеченцы. И единственный народ, который попытался выйти из рабства. Да и сотни лет уже пытается. Но вы этого не сделали до сих пор. Даже когда вашего лидера, честного человека, Фургала посадили в тюрьму на 20 лет, и ваш любимчик Жириновский сказал открыто, почему это сделали. Потому что деньги не отправлял в Москву. Что вы сделали? Помитинговали и разошлись. Поэтому то, что с вами сегодня происходит, вы этого заслуживаете.